Здравствуйте! В эфире программа «Радио Азатлык. Говорим открыто». Сегодня мы поговорим об информации и средствах ее распространения. Продвижение культа личности, пропаганда мнимых достижений, жесткая цензура, новостной вакуум, замалчивание проблем, преследование журналистов и враг интернета – все это о Туркменистане и его информационном пространстве. Сегодня мы поговорим о существующих проблемах, новых тенденциях, роли социальных сетей и активности аудитории. Наши гости – основатели популярных независимых медиаизданий «Хроника Туркменистана» и «Туркмен-Ньюс» Фарид Тухпатуллин и Руслан Мятеев. Если говорить о тенденциях в туркменском сегменте интернета, если можно так говорить, что там происходит? Что мешает доступу к информации? Насколько, по вашему мнению, востребована вся эта независимая альтернативная информация в туркменском обществе? Фарид, пожалуйста. Да, к сожалению, интернет остается как бы с закрытой точкой. Большой страх, что люди прочитают как раз-таки альтернативную информацию, негативные какие-то материалы. Хотя, например, очень бы хотелось, чтобы государственные СМИ хотя бы опубликовали эти материалы о ковид. Злосчастный сейчас такой момент. Не просто как бы слать смс-ки, что одевайте маски и держите дистанцию, но более подробно вообще, что происходит, что должно работать, что не должно работать, как это все должно происходить. К сожалению, такой информации нет и вообще никакой нет, в том числе и в интернете. И сейчас тоже актуально, например, здесь и во многих странах, в том числе и в России, например, многие учебные заведения переведены на онлайн обучение. У нас это, мне кажется, чисто технически невозможно, потому что интернет настолько слаб и технически далеко не у всех есть компьютеры или гаджеты, позволяющие это делать. Ну, естественно, это немножко другая методика обучения, нет подготовленных преподавателей и так далее. Вот в такой момент как раз-таки, наверное, нормальный интернет мог бы сыграть позитивную роль. Но как я сказал выше, страх, что люди получат альтернативную информацию, которая не угодна властям, он превалирует над здравым смыслом. Если уж мы говорим про ковид, что происходит в Туркменистане? Почему власти, несмотря на то, что они вводят такие жесткие меры, запрещают людям ездить по стране, лишают их заработка, нормальной жизни, почему они не признают наличие ковида в Туркменистане? Фарид, что ты думаешь? Почему? Мне кажется, президент страны, бывший медик и глава этого министерства, наверное, чисто честь мундира хранит, потому что у нас вообще, в принципе, ничего не должно быть, а тем более то, что касается здравоохранения. И большая работа, в кавычках, была проведена с ВОЗ, с другими международными организациями, лишь бы они не публиковали реальные данные того, что происходит в нашей стране. И я не знаю, чего он добивается. Да, конечно, там войти, условно я в кавычках говорю, войти в книгу Гиннесса как единственная, может быть, страна, где нет ковид, может быть, это его цель. Но я боюсь, что этих данных никогда мы не получим, сколько человек заболело, сколько человек умерло, сколько было вылечено. Так же, как и статистические данные переписи населения, которая в 2012 году была проведена, до сих пор их нет. И я боюсь, что та же участь ждет данные по ковид в нашей стране. Руслан, по твоему мнению, почему туркменское правительство настойчиво отказывается признавать наличие коронавируса в стране? Я согласен, что это больше какой-то имиджевый, уже пошло, имиджевый момент. Реально в Туркменистане нет таким же образом ВИЧ-инфекции, хотя есть она и даже в стадии СПИДа есть.
Это вопрос сугубо имиджа. Они изначально, власти, я имею в виду, выбрали тактику замалчивания, тактику того, что к нам этот вирус не проник, то, что власти сумели принять вовремя какие-то превентивные меры, и они решили просто до конца следовать этой политике, несмотря на то, что очень много людей погибло от коронавируса. Мы, в частности, более 40 смогли достоверно подтвердить. Это вот сейчас я как раз монтирую фильм «Конца года», наш традиционный, и там сам просто пошел назад, как бы в июньские, июльские, августовские публикации, и просто, знаете, в шоке пребываю, это мягко сказать. Этот вирус коснулся и простого какого-то сапожника в Мары, да, и советника президента Туркменистана. Ну, разумеется, это болезнь, да. И сколько врачей от него ушло. И самое обидное то, что ни одно из этих имен власти не посчитали важным хотя бы слово соболезнования сказать их родственникам. То есть люди внесли огромный вклад в развитие туркменской медицины. Они до последнего боролись за жизни своих же сограждан. Но власти повели себя так, будто этих людей, вот этих борцов совершенно и не было. Я не представляю, как чувствуют себя их семьи, их дети, их родственники. Да? Люди, по сути, всю жизнь отдали вот этому благому делу и до конца своих дней сражались за жизнь других. И в итоге о них не сказали ни слова. Я вот еще хотел вернуться к вопросу об интернете. Знаете, сейчас, несмотря на все вот эти запреты и блокировки VPN, и слежки и так далее, мы наблюдаем большое количество людей, ищущих информацию. Запрос, желание огромный. И вот в последнее время YouTube стал одним из таких популярных платформ, где люди черпают информацию. Я не знаю, каким образом они, правда, заходят туда, но и вот видно, даже в последнее время появилось множество каналов, которые просто берут новости, допустим, с сайта Turkmen News или с сайта Хроники Туркменистана или Сазатлыка, и они просто как дают роботу прочитать текст, да, и там, если посмотреть, там десятки тысяч просмотров. И часто наши источники тоже сообщают, вот я на Ютубе слышал то-то, то-то. То есть запрос на информацию большой, и, что радует, люди смотрят. Люди смотрят, делятся, рассказывают, комментируют и так далее. Это только радует. Я уверен, что в будущем такое вот это количество людей, таких людей будет все расти, потому что сменяется поколение, приходит поколение, которое уже привыкло держать в руках телефон и пользоваться различными гаджетами. Ну и более старшее поколение тоже сейчас более активно использует и социальные СМИ, и все эти гаджеты. Это мы тоже можем видеть. Уровень пользования, он еще немножко примитивный, то есть там, если человек, допустим, не может обойти какие-то блокировки, ему остается только читать там проправительственные какие-то квази-независимые издания, и проверять, какая будет завтра погода у них в городе. Да? Естественно, люди, которые могут обходить, они знают, для чего они это обходят, они пользуются соцсетями, которые запрещены в Туркменистане, они и посредством соцсетей читают, получают новости, и также заходят на наши сайты и смотрят YouTube. Это не может не радовать. Туркменистан – одна из стран с самым медленным и дорогим интернетом в мире. В мировом рейтинге по скорости интернета Туркменистан стоит на последнем месте среди 176 стран. Цена минимального интернет-тарифа составляет 150 манатов или 40 евро, максимального – 350 манатов или 90 евро по курсу Центрального банка. Таким образом, стоимость интернета в Туркменистане составляет от 20 до 36% от средней заработной платы. 21% населения Туркменистана имеет доступ к интернету, и всего лишь 1,2% населения сидит в социальных сетях. Это самый низкий показатель в Центральной Азии. Правительство жестко контролирует интернет, блокирует VPN и преследует пользователей, обходящих блокировку. Поговорим о соцсетях. Фарид, у тебя есть аккаунты в соцсетях, в Facebook или в Твиттере? И для чего ты их используешь? В личных целях или для работы?
для информации по Туркменистану? Что обсуждают в соцсетях туркменистанцы? Кто твои подписчики? Такой немножко личный вопрос. У меня, честно говоря, не хватало всегда времени вот на такую работу. Недавно я открыл страницу на Фейсбуке, и у меня есть страница в Одноклассниках, но, знаете, вот когда такая напряженная работа, вот такие вещи просто как бы для себя хочется использовать, потому что там какие-то, я иногда набрасываю там что-то там юмористическое, какие-то воспоминания из детства и прочее, прочее. Люди их читают, им нравится, то есть абсолютно нейтральные какие-то темы. Потому что я это использую, может быть, вот как говорят, против профессионального выгорания. Сейчас такой термин есть, да, когда ты все время на работе, хочется от чего-то отвлечься, и в большей мере как хобби какие-то фотографии я там могу делать, знакомить людей с фотографиями своими, рассказы, как я уже сказал, но в то же время, конечно, все-таки вот этот призвание может быть громкое слово, но то, чем мы профессионально занимаемся, это тоже занимает определенное место, в том числе вот в соцсетях. Что касается других, я действительно, вот как уже Руслан сказал, замечаю, что сейчас очень много стало на YouTube выступлений наших соотечественников. Большинство, конечно, из тех, кто живет за пределами Туркменистана. Может быть, это недостаточно профессионально, может, это достаточно примитивно, не в этом дело, но именно то, что активность проявляется, и к этому есть интерес, спрос, мне кажется, это все-таки такой позитивный шаг. Я надеюсь, что со временем у них вырастет и профессионализм, а спрос всегда есть и будет расти. И если представить, что сейчас в Туркменистане объявлена подписка на государственные и независимые, вот как Азатлык, Туркмен Ньюс или Хроника, я думаю, мы там были бы лидерами, но об этом можно пока только мечтать. Руслан, как вы используете соцсети? Я хоть и молодой, считаю себя молодым, но за вот этим стремительным появлением соцсетей немножко не успеваю. Меня нет точно в ТикТоке. Я использую в основном, все известные социальные сети, но в основном для работы. У меня лично есть Facebook, самый мой любимый пока на данный момент. А все остальные соцсети, Twitter, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram и даже Instagram используются в основном для работы. И я не могу остаться на чем-то одном, потому что аудитория на всех этих социальных платформах, она разная. Допустим, если Одноклассниками пользуются больше, скажем, люди, проживающие в странах СНГ, бывшие граждане Туркменистана, уехавшие в Россию, допустим, да, они читают, и люди более старшего поколения, то в Твиттере, допустим, читают иностранцы. Читает такая прослойка, знаете, это вот и ученые, и политики, и очень много читает граждан Туркменистана, уехавших из страны. Мне каждый раз смотрю, кто, допустим, подписался на мой твиттер, и меня радует, когда я вижу туркменское имя, фамилию, и рядом какой-нибудь там, знаете, вот бывает у врачей MD или там PhD, да, то есть это доктора какие-то, и я захожу, естественно, мне интересно, любопытно, захожу на их профили, смотрю, что это какие-то известные химики, преподаватели в американских вузах, биологи, там микробиологи, вирусологи даже встречались. Это очень радует, то, что наши люди есть и вот в таких эшелонах, так скажем, да, на таких уровнях и за границей, и они до сих пор интересуются тем, что происходит в Туркменистане, и читают нас. Вот. Радует еще то, что становится популярным Telegram в Туркменистане. Хоть он и запрещен, хоть и очень трудно зайти на него, тем не менее мы видим также рост аудитории там, и людям это нравится. Поделитесь своими наблюдениями, что интересует пользователей соцсетей туркменистанцев, ну, в том числе и на туркменском языке. Какие темы?
Если я начинаю, мне Да. кажется, мне это вот напоминает, как это было, ну, Гузель помнит, Руслан, может быть, вряд ли, во времена перестройки, когда стало можно печатать много, люди читали все подряд, без разбора. То есть все, что было запрещено, надо читать. Никакой там «мне нравится это», «мне нравится то». Нет, вот открыли, надо читать. Сейчас в каком-то виде вот в интернете происходит то же самое на этих социальных сетях, особенно для людей из Туркменистана, которые получают возможность, как Руслан говорил, путем там VPN, прочих каких-то механизмов, обходя цензуру и запреты. И вот я иногда, у меня тоже как бы со временем проблемы, но иногда, заходя на те или иные страницы, обращаю внимание, что людям все равно, они могут и подискутировать и по экономике, и по каким-то социальным вопросам, и молодежь там, и любовь, и бытовые всякие дела. Но факт, что они как-то пытаются во всем этом участвовать в меру своих познаний, в меру своих сил, добавлять от себя что-то, принимать или не принимать комментарии других. Ну и, соответственно, и ругань там возникает между как бы посетителями. Не без этого, но так и должно, я думаю, быть. И вот, как я уже сказал, в принципе, это радует. Пусть в таком виде, пусть этот, но есть. И мне кажется, чем больше будет таких возможностей, тем лучше, в принципе, для нашей страны тоже, особенно для подрастающего поколения. Хотя Руслан правильно отметил, что вот есть градация в этих соцсетях, в том числе по возрасту. Там одно дело Одноклассники, другое дело тот же ТикТок или Фейсбук. С этим тоже надо считаться, и как люди, которые ведут свои страницы, я думаю, будут набираться опыта и уже ориентироваться и на свою аудиторию, естественно, на свои интересы, искать точки соприкосновения именно для тех людей, для кого они работают, то, что называется фокусная группа. Сейчас эту фокусную группу определить, мне кажется, очень сложно, потому что все, кто смог прорваться через эти запреты в соцсети, они читают все, обо всем, им все интересно. Ну, то есть это какая-то новая тенденция, чего не было раньше. Да? Вот это можно сказать, что это вот что-то новое в информационном пространстве Туркменистана. Да, очень значимо. В эфире программа «Радио Азатлык» говорим открыто. Сегодня мы беседуем с основателем «Хроники Туркменистана» Фаридом Тухпатуллиным и с основателем Туркменньюз Русланом Мятеевым. Фарид, Руслан, мы много говорим об отсутствии свободы слова в Туркменистане, а также отсутствии независимых СМИ. Давайте поговорим о том, что это такое и зачем это нужно. Представим, что бы стало в Туркменистане, если бы вдруг возникла возможность открыто говорить и публиковать, как бы это повлияло на жизнь людей. Фарид, твое мнение? Мне это трудно представить. Конечно, в сослагательном наклонении можно помечтать об этом, хотя надеюсь, что эти мечты когда-то сбудутся. Это бы, мне кажется, перевернуло всю жизнь туркменистанцев, так же, как и, опять я вспоминаю, горбачевские годы, когда просто вот эта пресса, открытая пресса, она привела к тому, что люди как бы поняли, где они жили и как можно жить. То есть и не только гордиться там, как сейчас опять, к сожалению, Россия к этому возвращается, прежними победами, но и мечтать о том, чтобы жить просто обычной нормальной жизнью, не являясь там каким-то гегемоном или прочими делами. В Туркменистане, конечно, таких амбиций, может быть, нет у властей, но тем не менее жизнь, конечно, на уровне вот, скатывается к Северной Корее, и по всем рейтингам, к сожалению, мы соседи с ними иногда и превосходим. И да, мне кажется, все-таки свобода слова – это, наверное, номер один проблема для таких стран, как наши, для диктатур, когда информация побуждает людей искать что-то новое, развиваться, и особенно нового подрастающего поколения. И оно будет сказываться через, может быть, 2-3 поколения.
после того, как это все открылось. Но это будет сказываться позитивно, в этом я уверен. Руслан, твое мнение, если вдруг завтра наступила свобода слова, что произойдет в стране? Ой, произойдет, естественно, свобода слова не придет с нынешним режимом, это однозначно. Но представим, что она пришла, то я считаю, что этот режим кончит, причем скоро, быстро. Не нужно думать, что население не знает, что происходит вокруг него. Они прекрасно знают обо всех экономических проблемах, они прекрасно знают о том, что на семью дается одна куриная ляжка в месяц. Они прекрасно знают, как живут в Турции люди или в России, потому что практически в каждой семье есть кто-то, который либо там сейчас работает, либо там работал. Да? И причем часто бывает, что это не один член семьи, а много. То есть я хочу сказать, что население все прекрасно знает. Оно знает, где оно живет, оно знает, в каких условиях оно живет. И если случится так, что придет свобода слова, свобода печати, то все вот эти эмоции, все вот эти чувства, которые они сдерживали на протяжении последних 28 лет, это все выльется в скором времени на улице. Там начнется, мне кажется, жарко, больно и печально. Вот. Вообще, относительно нынешней ситуации со СМИ мы очень много и с коллегами беседовали, и анализировали вообще, почему, например, Бердымухамедов, будучи президентом страны, всемогущим президентом, да, он не может, допустим, собрать там редакторов нейтрального Туркменистана, газеты «Ватан», «Адалат» и других и сказать: ребята, теперь делаем так, значит, вы можете писать негативную информацию, там где-то плохие дороги, где-то Хаким не справляется, где-то не хватает газа, воды или еще чего-то, да? Да. Но есть красная какая-то черта, через которую переступать нельзя. То есть вы не критикуете меня, мои прямые указания какие-то или еще что-то. В остальном все. Вам свобода, и на основе даже ваших публикаций мы, может, там какие-то будем делать политические решения, да, об увольнении, об изменении и так далее. И все, там достаточно года, и Туркменистан вместо 190 какого-нибудь места в рейтинге «Репортеров без границ» затеряется где-нибудь в 74-м, и никто его не вспомнит о нем. Да. О том, собственно, так же, как работают СМИ в других странах Центральной Азии, в Кыргызстане, в Казахстане или же в России, тоже можно тут сравнить. Можно было бы работать и так. В эфире была программа «Радио Азатлык». Говорим открыто. Спасибо, что смотрели нас. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться. Нашими сегодняшними гостями были основатели популярных независимых изданий «Хроника Туркменистана» Фарид Тухпатуллин и Туркмен Ньюс Руслан Мятиев. До новых встреч!